Добрый вечер. У нас сегодня в гостях эксперт, независимый эксперт Алик Янузаков по горнорудной отрасли. Ну, да? так получается, да. Так, да. Вчера президент Садыр Джапаров выступил с обращением с коротким по поводу постов, да, или там видео этой Анастасии Ахметовой, да? Да, Она сама да, из Казахстана, да. много пишет про Кыргызстан, ссылается на экспертов российских и так далее. Она настолько прямо влиятельная, что надо было президенту отвечать на это ее высказывание. Ну, во-первых, давайте сделаем шаг назад для того, чтобы понять. Иной раз лицом к лицу лица не видно, говорят. Но вместе с тем признаем, что выступление президента, которое ратует за развитие горнорудной промышленности, и для него это серьезная большая тема, мы должны все ясно понять, что развитие страны – это развитие горнорудной промышленности. Наша промышленность, если будет, страна будет развиваться. И он, несмотря ни на что, посчитал нужным, важным и необходимым ответить этой госпоже Ахметовой. Абсолютно правильный шаг. Это абсолютно правильный шаг. Вот вы поймите, что вот в этом случае мы понимаем, президент с нами. Он за народ. И он отвечает. Отвечает на что? Внимание. Урановая тема, она не сегодняшняя и не вчерашняя. Были события? Да, были события. Мы не будем сейчас искать и причины там, и прочее, прочее. Однако президент ездил туда, в Очаг, где эти были прям недовольства. И 100% проголосовали за развитие промышленности. Ведь везде все блогеры переворачивают вот белое и черное сразу на цифрах, так как независимый эксперт должен опираться на цифры. Ведь смотрите, у нее заголовок какой, да, и ее разговор. Она ведь не говорит, что это титано-магнетитовое месторождение. Она говорит, добывать будет уран. А что будет с нашим Иссык-Кулем, да, стоять? Там мизерная доля урана. Открою еще один секрет, который в прошлый раз мы не обсуждали. Мы ведь специально приглашали комиссию МАГАТЭ. Она приезжала. И вы знаете, что они нам сказали? Они говорят, нам очень жаль времени и денег, потраченные на столь бессмысленную вещь. Говорит, вот эти дозы 37-83, они это вообще ничто. Это что 37-83? Это микрорентген, это радиация на месторождении. Это ничто. Они сказали ничто, они даже ни протокол, ни акт не стали писать, развернулись и уехали. Наше правительство пошло на этот шаг? Пошло. Потому что нам необходимо было заключение специалистов, выше которых нет просто. Нету. Когда МАГАТЭ делегация приезжала? МАГАТЭ приезжала 3,5-4 года назад. Они приехали и сказали, это вообще ничто, говорит, вы зачем... Не стоит выеденного яйца, да? Да, она совершенно, говорит, это даже не стоит. При этом всегда при рассмотрении любого объекта необходимо знать подоплеку, хронологию и, извините, анатомию. А что там внутри, да? А вот теперь подоплека, да? Внимание, товарищи, который раз... Уже на каких только уровнях, их только и не говорил. Это титано-магнетитовое месторождение. Урана там, вот еще раз заостряю внимание, 0,005%. Да, не десятых, а сотых. До тысячных. Пример. Ванна это 830 литров. Ну, раньше советские ванны, в которых мы купались, они были кубовые, вот 1000 литров. И вот туда насыпьте 5 грамм сахара. Вы ощутите? Не ощутите. Просто тысячные доли. Но везде говорят, что? Уран. Сколько урана? 2600 тонн? Ребят, вы о чем? 2600 тонн? Да, это вот... Чистого урана? Ну, металлического урана, скажем так. Это когда вот это переработают. Когда, да, ну, это мизер. Да? Потому что для открытия уранового производства необходимо месторождение, ну, хотя бы 30 тысяч тонн.
А здесь 2600 тонн. В 10 раз меньше, чем вот требовать. Ну, для того, чтобы у вас была какая-то прибыль, вам необходим вот этот объем, чтобы окупить оборудование, которое вы привезете, зарплата, стоимость урана и все. Вот, это, вот с 30 тысяч это еще что-то. А до этого это не считается. Никто в здравом уме не пойдет на добычу. Это невозможно. Но тем не менее это вбрасывается. Вот вбрасывается и вбрасывается. Сделаем мостик чуть назад. Тогда, когда мы, правительство, эксперты, независимые эксперты, на протяжении 2 лет, 18-19, значит, огромные комиссии, просто огромные, метеорологи, ветеринары, санэпидстанция, МЧС, экологи, кто там, государственная инспекция по технической инспекции, все ведомства, которые хоть каким-то образом это самое, работали. 800 страниц заключения, 800. 18 огромных выездов, притом вместе с населением, которое было против. Они выезжали, они видели. Это они брали отбор воды, воздуха, почвы, ветеринарию, растительность. Они это все видели. И они убедились, что нету негативного влияния на вот этом пороге до 100 микрон. Нету. Тогда о чем вы орете все? Вот просто, да? А ведь бурю разогнали здесь, ой-ой-ой. И при том, ну давайте вспомним. Есть же показательные вещи, которые сразу показывают, а что и что. Ну, не принято у нас у кыргызов, там желтый галстук, специальная форма, там вот это флешмобы, да? Были флешмобы? Были. Ну, кыргызы не делают флешмобы. А были? Они же профинансированы были? Профинансированы. Митинги, марши были. Да. То есть, вот знаете, есть... Когда вот эти уши Сороса вылазят, да, но это не принято у кыргызов. Мы так не делаем. Это не наше. Нет, мы видим специальные футболочки, их где-то заказали. Кепочки, их где-то кто-то заказал. Это кто-то должен был привезти там 50, 70, 80 человек с Балахчи вот сюда и поставить на площадь, да. Мы видим организацию, видим, да. Это такие экологи. А что ты сделал для экологии? Вот ты лично что сделал для экологии? Когда ты спрашиваешь, нет, ничего. Говорит, ура, Ну, что-то делают, наверное. Никто ничего не делает. Вот из вот этой толпы, я же пошел в толпу, я здоровался с ними, я брал у них телефоны, и мы сейчас переписываемся и в одном WhatsApp сидим. И они же потом сказали, нас обманули. Вот, пользуясь неграмотностью, нас обманули. И вот теперь, пользуясь отсутствием должных знаний у населения, некоторые блогеры, вон оттуда, за 3-9 земель, вдруг вот так они забеспокоились о нас. Товарищи, этому месторождению более чем 2 миллиона лет. Потому что это когда-то была огромная скала, ну, скажем так, скала, да, чтобы было понятно. Вообще это называется язык. Который за 2 миллиона лет, это была магматическая порода, когда-то был вулкан, и вот это вот, все это лава застыла, и вот в этой лаве оказалось уран-торий и еще 20 наименований полезных ископаемых. А содержание уран-тория мизерное, ну просто это пена. И в результате холодно-жарко за это время было 4 ледниковых периода. Это все крошилось, ломалось, и вот это сейчас она на стадии вот шагл, это вот гравий, щебенка. Это не вот это вот рудное тело, да? Да, если бы было рудное тело, оно бы водила мамма Мия. А здесь нету этой щебенка. Когда вы поедете туда, вы увидите. Ну, во-первых, это высота 2600, 2800, 3200. То есть это уже выше альпийских лугов. То есть там такое полупустынное, ну, высота такая. Это же перевал Куакы. Это Куакы. Это вот до Куакы буквально 2-3 километра не доезжая, правая и левая сторона. Все, там уже полупустыня, там ничего не растет. И это вот такая глинистая почва, глинистая, с краплениями щебенки гравия. Вот в этой щебенке, вот в этом гравии есть вот такие мизерные уран-торий.
да, а вот эта щебенка, она вся, это титан, это магнетит. Магнетит — это железо. Там есть алюминий, там есть цирконий. Вот она, вот это, но вот с такой добавочкой. Когда мы тех людей, которые возмущались, кричали, истерили, тут что только не было, да, мы же мы сказали, вот машина, вы нам не верьте, и ему не верьте. Вот 5 дозиметров. Взяли и пошли. Проверьте. Проверили, сколько максимально? 83. Потом я говорю, вот теперь садитесь. А порог 100, да? Да нет. Ну, такая более-менее безопасная доза для человека — это 30-50 микрорентген. Но вы же там не живете, вы же вот этой щебенкой не укрылись, да? Вот. Для того, чтобы получить пороговую, неприемлемую для здоровья дозу, вот в этой маленькой-маленькой, да, тогда вы должны, ну, я не знаю, собрать тонны 3 вот этих щебенки и туда залезть. Вот тогда это будет такая доза. А до этого ее не будет. Самое интересное был момент, когда один, ну, такой продвинутый, говорит, Байки, говорит, вот это большой кусок, видите? Да, я говорю, да. Он же, говорит, больше должен быть фон. Я говорю, да. Но, говорю, в данном случае не будет. Он говорит, почему? Я говорю, вот когда за 2 тонны перейдет критическая масса, вот за 2 тонны она перейдет, будет фонить больше. А вот здесь не будет, потому что его доза маленькая. Маленькая. И вот он когда пошел, измерил, я говорю, а теперь возьмите кувалду, разбейте. Вот вы когда разобьете, по составным частям та же доза, что это в огромном куске. Тогда, когда она уйдет за 2 тонны, вот тогда она будет. И при том, любые гранит, гранит красный, черный, какой хотите, он будет фонить. Потому что это из лавы, это магматическая порода, и в нем все равно будет присутствовать уран и торий. В граните сколько? Ну, давайте так. Вот, в красном граните не так много, а вот есть, знаете, светлый гранит, да, вот светлых, где красные пятнышки такие есть, вот бывает. Вот там, ну, если это 2 тонны, это будет на пороге 50-60 микрорентген. Вот эти все отмостки, которые делали раньше, почему сейчас убирают ее? Потому что они фонят. Я был в России, ну, вы знаете, да, там набережная Невы. Гранит. Да, там Неглинка есть, да, у нас есть там река Сетунь, река Москва. Вот этим блогерам, товарищи, возьмите дозиметр и измерьте, сколько у вас на набережной. А потом вопите. Я знаю, я был, я измерил. Вот тогда начните вопить. Или я начну вопить. А у вас вот столько. А что же у вас люди ходят тогда по этим набережным? Вот в своем глазу соринка, а там бревно. Ну вот это из этой же оперы. Она, вот это из она из Москвы писала или из Казахстана? Она вообще, по-моему, в Казахстане. Кстати, вот до этого я тоже видел ее выступления, но они не были такими, как это выразить помягче, но зашоренными, да, скажем так. А когда она там, что она там, ротшильдовское, французское крыло, филиал хочет в Кыргызстане. Ну, ребят, у вас полет фантазии. А может быть, Ротшильды интересны, вот этот Титан интересен Ротшильдам? Ну да. Вот я вам точно говорю, да, никому не интересен уран. Вот никому. Это вот, ну, промышленно он не рентабелен. Да, придется с ним что-то делать. Затраты будут бешеные для того, чтобы выделить, отделить и куда-то его. А Россия говорит, мы купим. Ну и слава богу. Ведь смотрите, внимание, товарищи, 1000 раз говорю. На вот этой территории глинистой, вот эта щебенка, которая фонит, вы ее соберете и уберете. Очистите. Радиационный фон этой площадки очищается. Это же суперэкологический проект. И вы против его? Алло, блогеры, вы против суперэкологического проекта? Вы о чем вопите вообще? Ну включите, там есть же извилины, да, надеюсь? Или только у вас как в этом? Это насчет Иссык-Куля. Да. Насколько надо... Она ребят, выражается ребят, так, ребят, что ребят. это на Иссык-Куле месторождение. На самом-то деле Ребят, Иссык-Кулю... ребят, по прямой, вот так по карте, откройте это, вот знаете, тут Google Maps. Maps. Откройте.
Во-первых, вы даже не знаете, а где это Козломпол. О, был у меня один блог, он орал, визжал, пищал. Я говорю, брат, честно, оплачу тебе это самое, билет в одну сторону, в одну. И если ты проиграешь, ты вернешь мне деньги и сам улетишь. Он пролетает, я ему говорю, хорошо, говорю, покажи мне, где это Козломпол. Ты орешь же там, визжишь. Ты мне покажи на карте, где он, Козломпол. Он даже не знает, где он. О чем ты тогда вопишь? Товарищи, по прямой, по карте 35 километров от этого месторождения. Но между озером, вот это озеро, месторождение, да, стоит 3800 метров высотой хребет. Вот отсюда, вот сюда, по прямой 35. А вот так, если вы пойдете, да, это будет 50-60 километров. И если вы хотите сказать, что вот эта щебенка гравий может перелететь через 3800 и еще 35 километров пролететь туда, тогда, ребят, вы бум-бум, вот честно, да, вот, не обижайтесь. У вас реактивная система залповая, да, летит всего на 20 километров. Вот эти грады, мрады, да, и вот в эту щебенку вы хотите, говорите, ветром можете туда. Это какой ветер нужен, а? Ну, кстати, река и в обратную сторону течет. Нет, ну дело в том, что там до реки-то нету. Ну что, она же поворачивает и да, как она, раз в другую сторону. Да. От Исыкуля. Да, да, и дело-то в чем? Вот мы на месторождении берем, да, 37-83. 83 это максимальное. Перешли мы через этот хребет. 10-11 микрорентген. Поехали Балахчи, проверили вдоль поперек. 10-11 микрорентген. Вот эта двухлетняя комиссия, которая работала, мы на 60 километров исследовали все населенные пункты. Мы привезли специальную, вот это вот, знаете, есть передвижные медицинские вот эти вот... Нет, передвижные медицинские вот эти лаборатории, которые ездят туда-сюда, да, и вот они осмотр делают, да. Вот мы исследовали население в радиусе 30 километров. Все, кто проживал. Медики дали данные. Я говорю, они отличаются от, в общем, республиканской? Ничем не отличаются. То есть повышение онкологии, там чего-то. Как и было-то. Мы исследовали полностью. Значит, внимание, на вот этом месторождении есть, так, 8, ну, 9, по-моему, 8 точно знаю, но мне говорили еще одно есть, туда не заезжал. 8 кошар, в котором в 3 поколениях живут чабаны. Там пасется более 10 тысяч овец. Крупный рогатый скот. Они живут в 3-м поколении. Если бы это было опасно, Омин-Локпар, никого не было бы. А овца, вот она по этой земле ходит, живая. Почему ветеринарию возили? Для того, чтобы исследовать. Ничего не нашли. А теперь блогеры, вы вот там о чем? А? Вот это месторождение Козломпол. Да. По какую сторону перевала Куаке? Вот вы, когда по дороге едете, поднимаетесь, это по левую, по правую сторону по ходу движения от Едем на дороги. Исыкуль, поворачиваем на Куаке, Да. направо. Да. И месторождение, оно где? Вот вы еще 10-15 километров должны подниматься. На перевал. Подниматься на перевал. И где-то с 13-14 наверное, километра и почти до самого верха вот эта сторона, это вот месторождение. Справа от дороги. Да. Ага. И это 42 тысячи гектаров. Она идет туда, дальше. Это в сторону Сюэк, да? Вот? Да, в сторону Кеминского района она пойдет. Поэтому влияние вот этого туда никак не может быть. Коварный вопрос. Так. А вот теперь, когда начнут это делать, как это будет, да? А это будет так, товарищи. Это щебенка, которая в земле. Ее погрузчиком берут и на сито. Песок, глина. Водой поливают, это все уходит вниз. Щебенка остается где? На сите. С этого сити выбрасывают в специальный контейнер. Перетекает. Вот так. И этот контейнер железнодорожным транспортом отправляется куда? Карабалту. Карабалту. Все, очистили. Без буровзрывных работ, без огромных карьеров, без какой-то химии, без ничего. Тупейшим образом ситом перемололи, щебенку убрали, а в этой щебенке и титан, и все. И мизерная доля урана. Они не говорят, что 95% титана, они говорят уран. И Ахметова, и вот этот Миткович, да. Они ведь сразу, первая фраза бросают вот это.
Уран. Вот при всем уважении к ним, ребят, вы зачем ударение ставите не туда? Насчет Ротшильдов. Да. Если бы даже они заинтересовались, может, что в этом плохого, если бы они чем-то занялись в Кыргызстане? Вы знаете, клан Ротшильдов. Вы знаете, ну, там не обязательно клан Ротшильда там, или кто, да? Нужны внешние инвесторы? Да, нужны. Могут ли они прийти? Ну, в общем-то, да. Но Садыр Нургулевич, премьер-министр, все сказали, разрабатывать будем сами. Мы. Кыргызское государственное предприятие. Не вот отдать частнику и не знать, какой там вообще дальше будет результат. Да, стратегические объекты должны быть только под наблюдением государства. Это как в Казахстане, как в Узбекистане. Казахстан первое место по добыче урана. Они от нашей границы, вот наша граница, знаете же, да, вот граница Кыргызстана, 22 километра и дальше пошла полная добыча. На протяжении почти 200 с лишним километров. Шириной в 40-50 километров. Они добывают там скважинное бурение. Ничего не орете об этом? А? Дальше. 5-е место. Кто занимает? Узбеки. Таджики не могут, у них денег нет, и специалистов нет. Афганистан, у них этого урана. Чего не добывают? Нету специалистов. У нас завод есть, специалисты есть, но в какой-то момент мы вот взяли этот закон антиурановый, приняли, да? Хотя уран, внимание, с 50, как бы мне не соврать, 2-го или 3-го года Кыргызстан ни одного грамма урана не добывал, потому что у нас нету урана. Не было. В 60-е годы, 60-е годы из Кавакское месторождение. Нет, это все было до этого. Кавакское месторождение – это углей. Не-не-не, Угли. Уран тоже возили. Внимание, товарищи. Вот смотрите. Карабалту возили прямо на грузовиках. Смотрите. Первое. Все урановые проявления, которые в Кыргызстане были, они были угольные. Почему? Уголь – адсорбент урана. Вот, ну, как промокательная бумага. И он великолепен. Да, самое начало добычи урана было здесь. Потому что она была в угле. И уголь выжигали, оставался уран в зале. Простейший, да, есть урановое месторождение, но первый уран, который нужен был для первых атомных бомб, он наш. И Таджикистана. И немного Таджикистана, там город Чкаловский, вот он умер, бедняга. Там тоже. Но месторождение умерло. Да. И получается так, но мы этот весь уголь выжгли. Это было и Каджисай, много было, и Минкуш, это все угольные. А рудного у нас нету. Тем более там за 30 тысяч тонн нету. Вопрос добычи урана в Кыргызстане ближайшие там 10, 20, 30 лет не стоит. Это не промышленные объемы. Совершенно. И тот человек, который говорит, что добыча урана, значит, он врет. Он врет вам, и все, товарищ. Внимание, я вам еще раз повторяю, добыча урана не подразумевается. А Калбек Джапаров дважды или трижды, дважды, наверное, встречался с представителями этой организации Ротшильдов. Но явно не по урану. Не еще по раз урану, повторяю, это мизерные... Почему подозрение? Не, ну знаете, Кыргызстанда мақал бар ғой, бүйректен ширақ шығарады депші. Вот просто не знали о чем. Что взяли, вот это прилепили и все. Ну, нереально это, абсолютно нереально. Есть экономика, есть экология, все эти вопросы. И вот это вот. О чем мы так много говорим о Ротшильдах, Господи Боже. Это вообще совершенно... Закон, который приняли, запретить, не разрабатывать уран, торий. Антизакон сейчас готовится, да? Не готовится антизакон, а, насколько я знаю, Джаврука Кенеш уже поступила, да, как вы говорите, антизакон, чтобы отменить. Почему? Почему? Первое. Добыча урана в ближайшие 30, 40, 50 лет в Кыргызстане не подразумевается. Все равно не будет. Не будет. Нету промышленных запасов. Этот закон направлен никуда. Мы не добывали 30 лет, и еще 30 лет добывать не будем. Тогда о чем закон? Того, чего нет. Почему Второе, внимание. Но этим законом нам ноги, руки поотрезали. Почему? Потому что вот в таких мизерных долях у нас в 83 месторождений есть вот этот уран.
А вот месторождения ведь, ой-ой-ой, какие ребята, это и тантал, и ванадий, и редкоземельные, у нас титановые, да, вот месторождения. А этот закон препятствует разработке этих месторождений. Ну, буква закона есть, буква и дух закона. Мы не можем перейти. Инвесторы есть. А почему? Из-за 3-5 грамм в тонне руды. И мы не можем трогать вот этот закон. Любой закон должен нести что? Регулятивное, да? Ну, как правило дорожного. Вот здесь 60 км в час, вот здесь 90. Вот здесь налево нельзя, вот здесь направо. Дайте нам вот такой закон. Что доза радиации вот отсюда и до отсюда. Ее даже не надо писать. Мы приняли технические регламенты ЕАЭС, где это прописано, ребята, от и до. Вот с пунктуальностью бешеной, там технический регламент по радиационной безопасности, если не ошибаюсь, 117 страниц, из которых 100 страниц это таблицы. На Почему тот закон приняли так спешно? По-моему, там за 2-3 месяца или даже... Да, какой за 2-3 недели ее приняли? За 2-3 недели? Да, власти очень сильно испугались. Вот этих митингов? Да. А за митингами Это, кто стоял? ведь это, смотрите, ведь это был не экологический вопрос и не экономический вопрос. Это был чисто политический вопрос. Когда вот эта тема поднялась, некоторые депутаты в преддверии выборов, понимая, что они на этой волне могут себе сделать вай-вай какой пиар, и они делали, и сделали. Ну вот это просто в один момент, в одном месте все совпало, что называется. Поэтому печальный закон, он состоялся. Теперь отмена. Но мы, допустим, настаиваем на том, что мы будем вводить дополнительные национальные критерии, которые будут еще жестче, чем даже принятые ЕАЭС. У нас вот 5 стран ЕАЭС, еще жестче даже сделаем. Мы можем это сделать, имеем право. Мы не можем сделать их хуже, но жестче можем. Можем это на раз-два. И еще раз продолжайте. У нас осталось где-то 2 минуты. Да. Коротко вот выводы тогда. Выводы. Товарищи, если вам говорят добыча урана, в глаз бейте. Нету добычи урана. 30 лет не было и не будет. У нас нет урана. Второе. Те, которые говорят, нельзя отменять мораторий, в другой глаз вот бейте и все. Потому что 83 месторождения, которые могут дать государству сотни миллиардов долларов, мы можем быть богаче, чем Саудовская Аравия. Вы против этого? Пожалуйста. За счет титана. Да, магний, у нас ванадий, хром, вольфрам. У нас есть то, о чем другие мечтают. А у нас есть. А закон поперек. Нельзя, потому что есть чуть-чуть урана. Ну, во всем мире разрабатывают уран, Во добывают. всем мире Почему Кыргызстану нельзя? Даже если бы это был уран. Да. И притом они карьером это делают. Та же самая Австралия, да. Везде она разрабатывается. Узбеки 2 года назад на 1 миллиард долларов заключили контракт с японцами. И Казахстан вот сосед. И Казахстан, извините, по моим подсчетам, наверное, 28-30% дохода Казахстана, она с урана идет. Спасибо вам большое. Не за что. У нас время подошло к концу. Может быть, на эти темы мы еще будем делать интервью. Наверное, если вы не против. нужно, да. И, уважаемые зрители, активнее. Спрашивайте, интересуйтесь. Но это ваше будущее и ваших детей. Если вы хотите благополучного будущего. Или все-таки там абрикосы, яблоки, помидоры. Или все-таки промышленная страна. Спасибо вам Не за что. большое. У нас в гостях был независимый эксперт Алик Джанузаков. Спасибо вам большое. До И свидания. вам спасибо.